Где была фотокарточка его армейская? Офелия Кодоева делится с гостями воспоминаниями о своей жизни. Все, что осталось от прежней жизни, теперь хранится в старых фотографиях. По ее словам, путь был нелегким. Еще в молодом возрасте она овдовела, а позже потеряла и единственного сына. Уже более 7 лет находится в медико-социальном центре. Несмотря на пройденные трудности, женщина довольна и благодарит персонал за чуткое отношение. И хорошо кормят, и хорошо все дают. Не знаю, никто грубо не обращается. Министр здравоохранения Суслан Нанев и министр труда и социального развития Олег Гаглоев обошли палаты. Чиновники интересовались состоянием здоровья пожилых людей, качеством ухода и условиями проживания. Проблема там есть. Есть жалобы, предложения. Есть там инфокарсен плохо. На сегодняшний день в медико-социальном центре находится более 25 человек. В основном все инвалиды. И за каждым нужен особенный индивидуальный уход. Для них созданы максимально комфортные условия. У каждого постояльца своя комната с собственным санузлом. Сын есть, да, внуки есть, правнуки. А связь поддерживаете с ними? А как же? Да? Да, сейчас такая связь, это не в 50-е годы. Проблемы когда... есть какие-то с нахождением ваших здесь? Нет. Может чем-то помочь? Предложения какие-нибудь? Помочь чем-то? Не надо ничего. Вы пенсию получаете? Получаю. Постояльцы довольны пребыванием в центре, питанием и досугом, а главное – медицинским обслуживанием. Марианна Бетиева находится здесь больше года. Из-за проблем со здоровьем ее периодически приходится водить в больницу к профильным специалистам. Добрый самжуре, овортанди, санитарката, добрый намка синчудонтар, райсон сихорман бизар халим канич, сашарабон бирават. Особое внимание было уделено состоянию материально-технического оснащения учреждения, квалификации персонала и качеству оказания медицинских услуг. Министром здравоохранения подчеркнута необходимость регулярного проведения диспансеризации, позволяющей своевременно выявлять заболевания и проводить необходимое лечение. Мы выделим специальную бригаду, сюда приедет, проведем диспансеризацию. Все изложили. Медкнижки есть у них, где заведены? Обязательно. Тогда мы проведем диспансеризацию и дальше по итогам диспансеризации назначим лечение. Министр также поинтересовался обеспечением лекарственными препаратами центра. Чермен Теблоев подтвердил наличие необходимых лекарств. Тем не менее, министр взял на личный контроль данный вопрос. Медицинские препараты мы получаем согласно заявке. Мы подаем заявку в Министерство здравоохранения, согласно заявке нам дают лекарства. Ну, чуть-чуть туговато было в этом году с лекарствами, но сейчас поступили кое-какие лекарства и нам выделили выйти на лекарства. Министры также осмотрели кухню и прачечную, проверили организацию питания и санитарные нормы в них, а также обратили внимание на состояние водоснабжения и газоснабжения. Единственным объектом, нуждающимся в ремонте и обслуживании, является котельная. من قمر باشو آبون در نزنون دیسی خوریم قوم دی کستافی تو تنزل پاسکوترن کدر شجستی. Ну, сейчас же смачал был, короче, мы смонтировка. مایو بو مردگ مهفته. Маскущеник. مو ده بدون استقامت سرکالو تروک استفاده Ну, По итогам визита были высказаны рекомендации по улучшению обслуживания и предложены меры по повышению качества жизни пребывающих в медико-социальном центре. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.